Ты уже начал? Угу. Там где-то минуту мы сидим, просто люди в молчании наблюдают. Потом начинаем. Таймер. Вижу. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей рубрике «Прямой эфир с гостем». Как вы знаете, летом организация Лошара проводит крупные мероприятия, и в связи с подготовкой к этим мероприятиям мы временно заморозили нашу рубрику, так как занимались, еще раз повторюсь, очень важными моментами подготовки к Абазинским играм, Дню культуры и так далее, другим мероприятиям, которые, я надеюсь, вы смогли посетить и стать гостем, участником. Как вы знаете, в нашей рубрике уже полгода. Мы вышли уже, если мне не изменяет память, более 20 раз в прямой эфир вместе с вами и с гостями. И основной целью является это выявить, узнать интересных личностей, представителей абазинского народа, проживающих как в Карачаево-Черкесской республике, так и за ее пределами. И сегодня у нас очень уникальный, очень интересный человек в гостях. Его зовут Заур Такушинов, он занимается изготовлением ножей. Извиняюсь, Зураб Такушинов. К сожалению, с этими двумя именами у меня проблема всегда. И вся наша беседа пойдет о его деле, ремесле. Будем разбирать, какие бывают ножи, вообще как идет производство. И поговорим непосредственно с Зурабом, как он к этому пришел. Зураб, добрый день, салам алейкум, большое спасибо, что вы нашли время посетить нас. Честно, очень-очень приятно, что такие люди у нас есть. И очень-очень интересно ваше ремесло. С вашего позволения назову его так. Но в самом начале, прежде чем мы погрузимся непосредственно в самое аппетитное, это оружие, ну можно же так назвать. У нас на Кавказе, как вы знаете, культ оружия, культ ножей, это все до боли интересно, и можно сказать, уже с рождением, с кровью уже это вызывает глубокий интерес. Расскажите все же вначале о себе. Откуда вы, чем занимаетесь, кто вы по профессии и как вы к этому пришли? Здравствуйте. Ну, меня зовут, уже слышали, Такушинов Зураб. Я с аула Старокулинский родом. Родился и вырос в городе Черкесске. Учился в 3-й школе. Оттуда, наверное, все и началось. Ну, может, молодежь уже не помнит этого и не знает. У нас в школе были уроки труда. Нас там обучали слесарному, столярному делу. То есть, ну, каждый ребенок, каждый мальчик уже с детства умел там табуретку сделать, забор, что-нибудь такое простенькое. В старших классах уже вытачивали станки, были там токарные, фрезеровочные. Ну и в наше время не было столько игрушек, столько денег у родителей. Игрушки мы делали себе сами, ну, включая ножи. Ну, оттуда и пошло, делали какие-то ножички там из пилочек всевозможных, из железок. Ну, так потихоньку и где-то лет 20, как я уже занимаюсь ножами. Ну, Лет 20 без перерыва. Вот ну, да, вот без перерыва. Ну, не таким молодым уже я начал это делать, 20 лет назад, это мне 35 где-то было. Ну, не знаю почему и зачем. И, ну, наверное, все-таки в то время, когда я начал, в магазинах не было такого большого выбора. Там были 2-3 модели. Ну и как-то хотелось какой-то нож особенный себе сделать. И в то время я жил на севере, в Сургуте. Там охотой занимался, рыбалкой. Ну и как-то сделал себе нож. Там взял какой-то клапан, отнес к кузнецу, он расковал, там закалил. Ну и я приделал к нему ручку, пошил ножны. Ну и результатом остался доволен. Ну и с тех пор...
Другими словами, основным таким стартом послужило то, что вы хотели сделать нож для личных нужд. Да, для себя нож вот такой, как я его вижу. А он до сих пор не потерян, не подарен? Нет, этот нож остался в Сургуте у меня. Ну, я его как-нибудь заберу, я просто как-то заберу. А, но он как бы еще существует, он да, существует, в природе? он еще да, функционирует. Функционирует, и ничего с ним не случилось. Все понятно, спасибо. И вот теперь поехали к самому смаку. Мне коллеги, вот как узнали, что я вас буду приглашать на прямой эфир, поручили самое главное узнать. Вот есть такое понятие, бытует, как абазинский, абхазский нож. Вот давайте расскажите нам, пожалуйста, небольшой экскурс или лекцию. У нас, в принципе, по времени не ограничен, у нас целый час. Этого, думаю, достаточно. Расскажите, пожалуйста, откуда, может, это понятие к нам пришло, какие-то отличительные черты, как он устроен. Я вот вижу, вы пришли к нам с заготовками и уже с готовыми изделиями. Вот как-то на их примере, может, объясните, расскажете нам, что это такое, вот, скажем так, вводную в мир ножей. Ну, ножей много разных. В том числе существует такой вот абхазский, абазинский нож. Ну, адыги тоже делали, карачаевцы тоже делают такие ножи, похожие. Ну, есть различия. В общем, этнические, национальные ножи. Сваны делают такие ножи, похожие на них. Ну, в Грузии так некоторые народы, в Дагестане тоже похожие есть. Но именно абхазский нож, он немного отличается от других этнических ножей на Кавказе. Абхазский нож, он существует в двух, даже в трех исполнениях, так сказать. Вот заготовка моего ученика, Зураба Джужуева. Он год как занимается, хотя это его хобби, это его не профессия. Он работает там очень крутым генеральным директором на производстве. Ну и вот любит делать ножи. Обратился ко мне, вот его, допустим, работа. Это называется накладной монтаж. Берется железо, вырезается отверстия. Эти отверстия вырезают для того, чтобы облегчить конструкцию. Вот эти два маленьких. Это для заклепок. Под будущую рукоятку. Под будущую рукоятку. Это маленькая дырочка. На нее ставится металлическое кольцо. И с помощью этого кольца и кожаной такой этой нож изымается из ножа. Вот это накладной монтаж. Абхазский нож делается, в принципе, размеры ножа бывают чуть больше, чуть меньше. Но средний размер это где-то 12 сантиметров лезвия и 10 сантиметров ручки. 10-11. Ну, в зависимости от руки, от желания. И люди привыкают, кто-то маленьким ножом работает, кто-то большим. В общем, это накладной монтаж. Есть такой всадной монтаж. Здесь ставится больстер. Раньше делали из меди. Ну, сейчас уже делают из латуни, из нержавеющей. Ну, раньше была медь. Делали все из меди. Вот здесь вот загибается. Этот больстер, это по иностранному, по абазински это кудыр, ну, что седло в переводе. Оно, если на него так вот смотришь, оно форму седла имеет. Ручки делали из рога тура, из бараньего рога можно сделать, из козлиного рога, из дерева делали ручки. Ну, в основном из ореха. Современные сейчас делают даже из карельской березы могут сделать. Красиво, да. Стабилизированная, более современные материалы, даже там какие-то сейчас светящиеся есть в темноте материалы. А так раньше в основном рог и дерево, именно орех. Значит, из готового изделия, вот я вам сейчас продемонстрирую. В общем, вот этнический абхазский, абазинский, адыгский нож. Именно это не совсем аутентичное исполнение, потому что вместо больстера вот на этом именно ноже здесь
Бустер сделан из нержавеющей стали, Мгм. и он сделан сплошным, так как по желанию заказчика, так скажем. Так, нож прямой, без всяких. Ручка всегда идет вровень с клинком. Ничего не выступает. Вот здесь стоит сзади монтаж сквозной, здесь резьба, накручивается тыльник с нержавеющей стали. Потом вот здесь, здесь должна кожаный лепесток стоять, но я вместо кожаного лепестка поставил бусинку, сделанную из рога. На этом именно ноже рог индийского буйвола. Ну и, соответственно, бусинка из нее тоже. Ножны из себя представляют кожаный чехол, обтянутый он деревянный вкладыш обтягивает. Вкладыш имеет форму лодочки. И когда нож сюда вставляется, ну, за счет трения кожа прижимается, за счет трения он держит, нож не выпадает. Ножны полностью погружены, нож не торчит. В этом исполнении нож не торчит. Вытаскивается он за эту бусинку. Абхазы и абазины нож всегда носили на левой стороне. От себя имеется. Да, на левой стороне висел нож. И когда он хотел его вытащить, человек, он брался вот за этот лепесток. Многие спрашивают меня, для чего ты этот лепесток на кончике? Когда ты рукой зажимаешь нож, ты, получается, блокируешь. Да, опять же, противоречишь сам Да, себе. Да. Блокируешь. Поэтому, чтобы не было выгоды, просто берешь за лепесток и вытаскиваешь нож у тебя в руке. Поэтому все было продумано. Древние люди очень много всяких было придумок. Здесь существует, где лепесток, существует отверстие. И когда вода, если под дождь человек попадает, вода попадает, она просто вытекает из него. Естественная дренажная система. Да, естественная дренажная система. Есть похожие ножны у балкарского народа. Они просто-напросто вот так вот обрезают кончик, и деревянный вкладыш где-то выступает. Это связано с тем, что в Балкарии высокогорье, там конденсат, утром может заморозки быть, и нож просто может примерзнуть. Интересно. У них более... В Абхазии морозов таких не было, и они сильно не заморачивались, сделали попроще. Вот и вот абхазский нож. А вот в основном сфера применения именно этой формы ножа. Ну, нож, он применялся для различных целей. В основное применение, конечно, это разделка там, животных, крупного рогатого скота, там, баранов. В Абхазии баранов нету, они коз держат, коз разделывали этим ножом. А так и можно делать все. Пастух, охотник. Ну, без ножа человек в лесу, как бы в горах, в лесу. Ну да. Без ножа там делать нечего. Веток нарезать, там настругать чего-нибудь всегда надо. Кстати, друзья, на этом месте сразу скажу, есть у нашего гостя своя страница в Инстаграме. Мы в публикации после этого эфира укажем ее. Можете обращаться, заказывать. Наш гость изготавливает ножи на заказ, поэтому не упустите момент. Думаю, каждому в хозяйстве, в быту, как подарок, как сувенир, это будет идеальный подарок, поверьте. Тем более в таком исполнении. Может, камера не может передать всей красоты и качества изготовления, но я тут вот сижу, и мне прям хочется подержать, потрогать. Идем дальше. В основном ребята, которые у вас заказывают ножи, они не делятся с вами, для каких целей они их берут? Ну, понятно, да, большая часть, предположим, в подарок, да, там, дяде, отцу, брату. Но в хозяйстве просто... я когда-то тоже изучал эту сферу, и я знаю, что вот эта вот дуга не всегда позволяет проникать ножу. И зачастую это больше такие секущие действия можно выполнять. И, ну, как бы это кровожадно не звучало, но именно на момент, скажем так, когда мы там, например, в Курбан-Байрам, да, там приносим жертву,
именно сам момент, когда мы тянем, не совсем удобно это. А вот, как вы сказали, насвежевать, это, конечно, очень удобно, потому что лезвие такое острое, утонченное и хорошо идет. Но при этом я, наверное, скажу сейчас большую глупость. Именно вот такая форма ножа идеальна для того, чтобы резать хлеб и арбуз. У моего отца просто был, и я как сейчас помню, там прям даже выгравировано было абазинский нож, и он мне тоже делился, и там вот абсолютно такая же форма лезвия была. И несмотря на то, что он запрещал, мы часто брали без спроса его нож, и очень-очень удобно было им резать хлеб и арбуз. Ну, в то время просто вы не разделывали. Ну да, на тот момент, да, я был еще ребенком, не приходилось пока еще, да, свежевать, но я видел в руках, скажем так, людей, которые этим занимаются, как хорошо получается у них. Ну, люди привыкают к разным ножам, поэтому к какому привыкнешь изначально, с такими будешь работать, и он тебе будет казаться... Как вы считаете, именно вот эта форма лезвия, она была заложена ареалом обитания и бытом народа, или же все-таки есть какая-то своя философия другая? Ну, не знаю, просто очень все просто и гармонично, мне кажется. Ничего лишнего. Нормальное лезвие. Расскажите, пожалуйста, про свое сырье и вообще производство. Где вы этим занимаетесь, как изготавливаете? У вас свои станки, или вы арендуете, или вы там где-то в цеху берете в какой-то день и работаете? Вот, Да как у нет, вас я производство у вас? дома работаю. Небольшая мастерская там у меня. 3 или 4 квадратных метра. Ну, произвожу, сижу дома, делаю ножи. Мне это нравится. Это интересно. Многим молодым людям я советую присмотреться на ютубе. Много очень информации. Мастера делятся производством ножей. Можно заниматься не только ножами, очень много всего, что можно делать своими руками. Поэтому сырье, все это продается сейчас, в интернете можно найти. К примеру, вот эта вот сталь порошковая S90V. Это Бёллер компания выпускает. Нет, 90V это Крусибеловская американская сталь, порошковая. Берешь заготовку. Заготовка примерно вот так вот выглядит. Вот это самая-самая начальная болванка Да. ваша, да? Я так Вот понял? это заготовка. Вот это Будущий нож. Да, будущий нож. Для того, чтобы делать нож, не так уж много оборудования нужно. Ну, первое время можно обойтись и простым точильным станочком. Небольшим, может быть, не совсем дорогим. И взять вот такую железку, почитать в интернете, нарисовать форму, выточить. Ну, все. После вот такую форму он приобретает, когда уже вот поработал на наждачном станке. Можно вывести спуски. Я работаю на гриндере. Это такой аппарат с лентой, с наждачной. Вот на гриндере выводишь спуски, там, всадной монтаж. Так что потом берешь деревяшку, там делаешь, ну, за 5 минут это все не объяснишь. Поэтому лучше смотреть для этого специальную информацию. В интернете очень много информации, как это все делается. И по просмотрам, довольно-таки много просмотров. И очень хороший мастер у нас вот в Ессентуках Тикеев Каплан. Он очень много выкладывает видеообзоров. И там все можно понять, все можно увидеть. Пока не попробуешь своими руками, и так быстро все не поймешь. Так что... А вот самый, скажем так, эксклюзивный заказ или, может, веяние, вдохновение вашего к чему приводили там? Ну, имеется в виду, может, кто-то вам там меч заказывал, кинжал, там, катану, там. Да, был такой вот недавно случай. Я никогда не делал кинжалов кавказских, обычные камни. Ну и один человек попросил меня, говорит, сможешь ты кинжал делать? А он так спросил, что сможешь.
или у меня желание было давно, но я как-то заказов не было, а он именно попросил. Ну, я сделал кинжал. Сейчас фотографий нету у меня там в Инстаграме, по-моему, он выложен. Ну, он получился, вроде бы, судя по отзывам, как бы, ну, заказчику понравился. Заказчик ушел довольный. Очень трудоемкий процесс, конечно. Ну, когда ты сделаешь своими руками какую-то вещь, уже когда она закончена, ну, ты какое-то испытываешь удовольствие от этого. Ну, да. Какое-то, что я это смог сделать, и это все получил. Ну, бывает и не получается, бывает как-то что-то, и расстраиваешься как-то. Но в основном получается, когда терпение и труд все перетрут, говорят. Ну да, Ну и кинжал я перетер. И получился он нормальный кинжал, человек довольный. Ну, именно о кинжале у меня остались самые сильные впечатления. Это все-таки наша история, когда ты его делаешь, ну, немножко другое. Если там простой современный разделочный нож делаешь, это одно. А когда ты делаешь там или абхазский нож, или кинжал. Ну вот я очень часто смотрю в интернете, есть кузнецы, которые делают именно шашки. Ну, в Адыгее есть мастера, в Кабардино-Балкарии есть мастера хорошие. Сейчас так фамилию не помню, но очень хорошие мастера и знаменитые. И именно шашка, конечно, это тоже очень сильно. И я часто очень, глядя на это, смотрю, и есть планы, ну, попробовать. Просто человек, который делает ножи, кинжалы и шашки, это как бы нужно разделять, не знаю, мне так кажется. То есть, если ты делаешь ножи, больше ножей, а иногда там шашку. Потому что направление как бы немножко другое. И есть универсальные, делают и ножи, и шашки, кинжалы там. И так что как-то вот так вот. А вот это то, что я в руках держу, у него уже как бы хозяин есть. Нет, это хозяин, ну уже здесь на киностудии у вас, или как у вас называют, на Лошаре. В общем, одному человеку понравился нож. Я так думаю, что он говорит. Все, я понял. Кому-то из сотрудников надо. Да, все, говорит, уже обговорено. Договорились. А есть какой-то, я не знаю, интернет-площадка, форум, группа, чат, канал в Телеграме, да, вот сейчас как бы очень много ресурсов, где есть, скажем так, некая площадка для общения, некий консилиум, референдум и так далее, вот мастеров по изготовлению ножей и не только. Да, вы общаетесь как-то, обмениваетесь опытом, там, может, видитесь? Да. Есть сайт ganza.ru. Это самая большая электронная площадка. На ней, я сейчас не помню, ну несколько тысяч мастеров, там 2, может быть, зарегистрированы. То есть по всей России. Там из Качера, и вся Россия, там хоть Дальний Восток, кого хочешь найдешь. И мастера делятся, выкладывают, там каждый день свои работы выкладывают. Там в день выскакивает, не знаю, 10 ножей, 15 ножей с описанием, с подробным описанием, как это все делается, из чего. Каждая запчасть, там, даже где он покупал некоторые. У ножевщиков очень хорошая такая традиция, они делятся своими, не таят секреты какие-то там, ну, практически все делятся своими вот. Кто-то сделал какую-то новинку, кто-то сделал чуть-чуть по-другому. В ноже ты не увидишь, как это сделано. Сразу это пока не разберешь нож. Какой способ там применил, сверлил ты его, фрезеровал. И поэтому, да, есть, ну, есть не только gaz.ru, еще есть несколько сайтов ножевых. Ну, я туда не хожу, потому что это Ганза это самый большой сайт. И самый такой информационный, такой информативный, скажем. Монополист появился. Да, интересно, надо бы мне тоже посмотреть, поизучать. Да, ну на gans.ru не только ножевщики, там все, оружие, там, ну, рыбалка,
торговля, продажи, Мгм. форумы. Там очень большой сайт. Так что Ну, я советую. надеюсь, оружие они там не делают обычные Нет, трофейные нет, бои, оружие, это ж незаконно Там, просто. там сайт по интересам, Ага. очень много же охотников там. Именно В каждый общем, свой все, что оружие. фрезеруется, точится и так далее, Да. можно найти там. Да, Да, получается? все можно найти. Понятно, понятно. А вот в настоящее время сейчас я все же затрону коммерческую сторону. Почему? Потому что мне лично хотелось бы как-то больше донести до наших зрителей, что наш гость занимается непосредственно изготовлением ножей, и вы можете заказать в подарок за определенную плату. Я считаю это хорошо. Почему? Потому что такая ниша тоже должна развиваться. Как вы понимаете, как сказать, хорошему мастеру хороший гонорар это всегда приятно, но при этом здоровая живая конкуренция возникает, когда другой мастер появляется, который тоже может в чем-то начать конкурировать, в чем-то, в какой-то свой продукт, в каких-то изделиях может быть лучше. Мне лично это интересно. Я бы хотел, если у меня было побольше свободного времени, стать вашим учеником, потом подмастерьем, будущим мастером и так далее и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас в Карачаево-Черкесии много у вас заказчиков? Я вот не побоюсь этого слова. Потому что я так думаю, я вот даже уверен, за пределами, скорее всего, есть. А именно в Карачаево-Черкесской республике. И, может, даже представителей нашего народа. Да, заказчики есть, представители разных национальностей. И абазины, и черкесы, и карачаевцы покупают даже русские там. Это не зависит от этого. Ну, этнические ножи, конечно, они вот на сегодняшний день, они более востребованы, потому что основная сфера это вот на праздники, особенно Курбан, Байрам, там, люди заготовкой там, скота занимаются, режут, там, разделывают. Это разделочный нож, он предназначен для мяса. И поэтому и гораздо приятнее разделывать нож там, допустим, произведенным там, здесь местным мастером, чем каким-нибудь иностранным, этническим. Там. Это ближе, нашей молодежи ближе. Они сейчас возвращаются все к своим корням, интересуются. И поэтому заказчики есть. Так что поиграйся. А вот у меня сразу два вопроса возникло. Как такую красоту можно взять и ударить об мясо, кость и тому подобное? Вот. Мне, честно, вот есть же такая грандиозная фраза «жалко». Нормальный человек, который разделывает, он не бьет нож, не бросает. Аккуратненько. Ну, там бывают моменты, когда надо где-то косточку между костей попасть. Ну, есть ножи попроще в исполнении. Да, попроще в исполнении. С деревянной ручкой, конечно. Да, и красота ножа, это его функциональность превышает все-таки. Нож должен быть проще и функциональнее. Просто некоторым заказчикам нравится там буйвол, там, я не знаю, карельская береза, или там какие-нибудь современные материалы. Это для красоты. Ну, красоту еще никто не отменил. Ну поэтому... да, согласен. А сразу вот возникает такой вопрос. Есть ли у вас постпродажный сервис? Ну, в плане, например, точить. Заточку, что ли? Ну, рано или поздно все равно надо точить. Как это происходит? Я помню еще когда-то в фильме или где-то я наблюдал, как человека кожаный какой-то волос натирал его с целью заточить. Вот как это вообще сейчас происходит? И вот конкретно этот нож, какое-то ж напутствие вы скажете будущему обладателю? Ну, обслуживание, заточка и так далее. Когда заказчик забирает нож, первое, что я ему говорю, ты сам умеешь точить? Ну, если человек говорит нет, я говорю, принеси ко мне, я его буду точить, потому что несколько ножей моей работы приносили после неудачной заточки. Ну, очень обидно было, когда человек не умеет точить нож, еще с ним полез к наждаку и попытался на грубом наждаке заточить.
Ну, там режущую кромку приходится восстанавливать. Один нож даже больстер немножко сточил, там мастер. Ну, я точу на наждачном макитовском камне. Ну, он очень мелкозернистый. И некоторые модели порошковые с высокой твердостью я точу на алмазе вручную. Чего себе. Кстати, от заточки. У меня заточка, конечно, хорошая, но я не заточник такой высокопрофессиональный. У меня нормальная средняя заточка. Ну как, бреет волос, так скажем, режет бумагу, все. Я уже нормально, уже считаю, что это нормально. Достаточно для того, чтобы это. Ну, есть заточник Зураб Альботов, он с Псижа, наш землян. Он точит, конечно, получше, покачественнее. Я не знаю, он один из лучших заточников, которых я встречал. Когда я увидел первый раз его заточку, я понял, что это мастер высокого полета. Да, и у него очень много, конечно, клиентов, но точит он очень хорошо. Он на эльборовых камнях особых точит. И очень хороший мастер. Что вы расскажете про вот этот вот конкретно взятый нож? Почему? Потому что тут по нему даже видно, что это, наверное, нож из разряда самых таких топовых лакшери, роскоши и самая такая высшая лига, наверное. Ну, в принципе, да, этот нож, именно конкретный вот этот нож, этот из стали Rex. Вот Rex 121 тут да, написано, да. вот, но об этом поподробнее, пожалуйста. Ну, это сталь концерна, американский концерн Crucible. Или Crucible, я не знаю, как правильно произнести. В общем, сталь это, ну, на сегодняшний день это, наверное, лидер из стали, которые применяются в ножевом деле. Rex 121. Мерседес мира стали ножей. Ну, да? это даже, наверное, не Мерседес, это, наверное, Феррари. Феррари, да. Скорее всего. Потому что твердость у него за счет там особых современных технологий до 68 Гц доходит. 68 это очень много. То есть при другие стали тоже можно закалить там приблизительно на эту твердость, но они хрупкие. Эта сталь тоже немного хрупковата. Ну, отличает его все-таки долгим резом. Конкретно этот нож я испытывал, тест проходил, и оленей рог рубил, и консервные банки открывал, и нарезал канат. Ну, вот эта сталь у меня чемпион Олимпийских игр получилась. Так что Бедный, рекомендую. Что ты только не прошел, не хотел, не обижайся. Ладно, такая лирическая нотка. То бишь, вот все, что вы сказали, вот этот нож уже, вот эти испытания. Да. Ну, еще так не хотелось говорить, но пришло, не выдержал и порезал немного трубу водопроводную, построгал чуть-чуть. ПВХ имеется в виду? Нет, металлическая. Ага. Но она закалки не имеет, это обычное железо, мягкое. Ну, оно не такое уж, я не стучал, не бил, а просто немножко постругал. В отличие от других сталей, он после стружки, вот 20 конкретно резов, я считаю, но он еще продолжал резать бумагу, и как бы другие стали порошковые. Ну так, опасная вещь у меня в руках находится. Подсаживаются после 10 резов. Ну, сейчас молодежь очень модно раскладные ножи. Кстати, вот у меня тут есть складной нож. Складной. Ну, не сам нож, как интересно, да, я смотрю, молодежь постоянно с ножами ходит, там на кармане таскают, как говорят. Я просто чехольчик показать вам хотел из кожи. Вот, допустим, я приобрел нож, там не было чехла, вот пошил чехол. То бишь, сами вы еще аксессуары к ножу. Ну да, вот именно для себя, для пользования, я пошил вот такой вот типа чехол, если, не знаю, на камеру разглядите. Если не разглядите, такой зайдите. финальный чехол такой. Да, если не очень видно, можете зайти ко мне на Инстаграм, найти там Такушина Зураб, нажи на заказ, и посмотреть. Такой чехол может, в принципе, каждый сам себе взять, пошить.
посмотреть, там, татуриалы называют их. Ну, То есть туториал, да, обучение, да. руководство по изготовлению чего-то. Я тоже посмотрел, как человек шьет ножны, именно чехольчик, именно к раскладным. Взял, пошил, вроде как получилось. Ну, это не первый, конечно, у меня уже штук 5 решил. Ну, кому-то подарил, где-то продал. Ну, и вот даже этот чехольчик сделать самому, то приятно. А было такое, что все же, ну, в моменте там работы в производстве, ну, вот что-то испортили, да, вот от первоначального эскиза, от первоначальной задумки, ну, кардинально ушли, вот. Как вы потом с материалом поступаете? Там когда выплавка идет, или вы как-то Нет, профилируете? я не кузнец, я не выплавляю металл, я беру уже готовые заготовки. Ну, бывает что-то там где-то не так пошло, особенно когда спуски выводишь, там, ну, бывает, там плечики, первое время особенно часто было. Ну, приходилось делать нож гораздо меньшего размера. И все. Так особо ничего. Ну, один раз у меня клинок при испытании лопнул. То есть, когда берешь заготовку, желательно ее проверить, потому что есть микротрещины в процессе или жиковки, или там проката, или закалки. Микротрещины. Их снаружи как бы не увидишь. И желательно клиночек до того, как сделаешь рукоять, простукать. Потому что если он уже готовым в ноже, то есть сломается и столько труда зря проходит. Или у человека в руках сломается, травма. Все. Ну, не сильно простукивали. Все мастера так делают. Или он на пол бетонный бросят, чтобы он не разбился. То есть скрытые дефекты выявлять. Ну, мне скрытых дефектов один раз только попался. И все. Так нормально все. Поэтому тут нюансов, конечно, много. Ну, тем не менее, работают, делают, люди делают. Ну, все равно, наверное, приятнее изготавливать ножи в национальном. Да, конечно, когда это как-то гораздо приятнее. И люди, когда национальный нож берут, у них как-то и по-другому даже и глаза. Ну да, отношения. Как-то отношения. Даже вот если бы тебе дали китайский нож, ты бы так долго его в руках не крутил. Ну, конечно. Ты бы уже его отложил бы. А все-таки бразильский нож, абазов, да, и ты... Это история наша. А вот в среднем, в интенсивном темпе, за какой срок можно вот к такому виду привести нож? Ну, это вот именно эта сталь, она очень твердая. И там за счет добавок ванадия, там кобальта, высоколегированная сталь, там очень много присадок, которые вот твердость там ее. И тем более ее процесс изготовления там совсем другой. Ну, если работаешь на гринделе, ну, не знаю, у разных мастеров по-разному. Но я вот могу вот один рабочий день только спуски вывести. Там, потом еще вручную отполировать, еще день, ну, дня два может быть, рабочий дня так. У меня рабочий день по-разному. Ну, так, тоже где-то дня два. Ну, вот этот нож именно, где-то у меня неделю ушла. Так, если 8-10 часов в среднем. Ну, иногда бывает опаздываешь, как бы заказчик завтра придет, к примеру, срок переносить не очень хочется. И бывает, что там 14 часов поработаешь, 16, по-разному. Бывает, вообще не хочется делать неделю. Ну да, конечно. Это вполне естественно, но зато потом вдохновение, наверное, сразу приходит такое объемное, сильное, мощное. Давайте быстро промониторим, если у нас вопросы. Если вдруг у нас нет, дорогие друзья, вы можете задать абсолютно любой интересующий вас вопрос касаемо изготовления ножей нашим гостям. И также напомню, что у него есть страница в Инстаграм. Мы после эфира ее обязательно в публикации обозначим. Присоединяйтесь, подписывайтесь. В нашем народе не так много мастеров, поэтому нужно своих, как говорится, поддержать. Ну и будет приятно, конечно, если после нашего эфира кто-либо обратится и закажет ножик в
подарок или себе для личных нужд. Ну, в любом случае, надо поддержать нашего мастера, это будет определенно хорошо. Вот у меня такой вопрос. Как ваша семья относится к вашему ремеслу? Ну, семья нормальная. Я даже жене своей сделал маленький ножичек. Она очень довольна, в сумочке таскает. Правда, по-моему, какой-то из племянников у нее выпросил. Ну ничего, еще один сделаем. А мне вот, насколько я знаю, у вас есть сын. Да. Ну, я видел просто фотографию на вашей странице, да. я когда вам звонил, приглашал на эфир, я поинтересовался. А он как? Он как-то перенял у вас, ему эта тема интересна, или он думает, что вот отец занимается и достаточно? Нет, он нормально относится, особенно когда я ему ножи дарю. Да, ну, Там в эти моменты. Последний нож был с порошковой М390, он нормально относится. С пониманием. Чего себе. Да. Ну, сам он пока не делает, не знаю, заточкой пытается заняться, ну как, чтобы научиться точить. Ну, я в его возрасте еще особо не занимался, поэтому, может быть, это со временем да, может быть, да. Такой вопрос. А вот дома в быту, мне интересно, у такого человека, как наши ножи по 120 рублей с такой пластмассовой рукояткой, или все же что-то Нет, вот а такое? обычный кухонный набор, там написано, что это английский, но мне кажется, это китайский. Ну, нормальная сталь, обычно. Ну да, со своей вставкой, да, деревянной. Да, деревянной везде у вставкой. всех на каждой кухне, да? Ну, правда, в отличие от других, конечно, у меня ножи острые. Ну да, ну заточка, конечно. Да. Бумагу и режут всегда. Поэтому... А есть ли такой момент, когда вот, может, в кругу родственников, друзей вы собирались, там, может, на охоту, может, там, на праздник, и все так свой, ну, такой парк ножей собирается, так, кто на какой машине подъехал, называется, а вы взяли и подъехали на таком, называется. Такой вот маленькой тяжбы конкурса не бывает. Нет, мне нравятся ножи, но пользоваться я... У меня 1-2 ножа, и все, я пользуюсь. Поэтому даже 3. Все. Коллекционировать ножи я не люблю. Не знаю почему. Но... Ну да, нож должен работать, в принципе-то. Найти своего хозяина и быть в деле. Я знаю одного коллекционера, Марат Гергин, по-моему. У него очень большая коллекция, чуть ли не самая большая коллекция в Качере, там больше 100 ножей, эксклюзивных. И он с собой даже иногда носит по 3-4 ножа. Вот такой есть. Надо будет как-нибудь увидеть эту коллекцию, постараться. Это его брат Зураб про него сказал, он говорит, не маньяк, он мега-маньяк. Можете его пригласить на студию, если он соизволит, то я бы его с удовольствием посмотрел бы эту коллекцию у вас в студии. Да, надо как-то. Было бы интереснее, чем пару моих ножей. Не, ну вы зато изготавливаете, кто-то коллекционирует, тут как сказать. Кстати, он мне один нож заказал, и мне будет как бы нормально, что мы, может быть, в его коллекции все-таки один из больших коллекционеров у нас в Качере. Это да, это как все художники стремятся попасть в галерею на постоянную выставку, примерно в таком, аналоге. Даже если прийти со своей картиной, потом сказать под мышкой, моя картина была в галерее, но не уточнять, что она не выставлялась. Поэтому, да. Есть у нас там вопросы? Нет, да, вопросов? Ну, если тогда еще что-то хотите добавить, просто сразу отдельно обозначу, у нас, может, и зрителей не так много сейчас, в том плане, что у нас был большой перерыв на наши мероприятия летние. Мы где-то 6 обязательных эфиров пропустили, и вы, скажем так, открываете осенне-зимний сезон эфиров. Вот. Поэтому лично мне будет интересно потом пересматривать. Мы очень часто, когда под вечер уходим, мы пересматриваем предыдущие эфиры. Там на себя, чтобы посмотреть какие-то ошибки свои выявить. И очень часто по новой слышим информацию, и это всегда так по-новому раскрывается. Вот. Это будет один из моих наиболее интереснейших эфиров. Ну да. Ну, конечно, этот эфир женское население проигнорирует. Не скажите. Да, не скажите, знаете ли. Ну, что касается
мужского населения, то, я думаю, им это будет интереснее. Очень интересно. Особенно, когда этнических ножей касается абазинских, абхазских, адыгских, карачаевских, балкарских. А вот у меня вопрос сразу возник касаемо эстетического оформления. Вот бывает заключают там устные соглашения, сами пробуют. А бывает просто дают уже заказчик, он уже сам делает, вот пишут, да, там имя, фамилия, там в подарок от кого-то, ну различного вида тексты, там просто абазинский нож, да, вот у моего отца есть такой вот. Ну, гравировку, Не но пробовали, я да? гравировкой не занимаюсь, потому что невозможно все и сразу как бы. Ну, потихоньку, может быть, тоже попробую. Делаю надписи на клинке, там как он? Выжигание, то, Да, что да. волос. Как система электролиз, там надпись делаешь, электрохимическое травление. Четкий. Ну вот здесь вот сделал я, допустим, на Rex там 121. Ну, ровненько все. Раньше делал это как-то вручную, сейчас через там сложную систему там делаю. Хотя вручную некоторым и больше нравилось, говорит, как-то стариной, как-то. Ну да. Да, а это как ровненько, как на лазере. В основном на современных ножах, вот, типа этих, ну, не лазерная гравировка, так наносят, но она стирается со временем. Если нож там пошоркаешь где-то сильно, так что можно наносить и вручную, было бы желание. Ну, не пробовали сейчас как-то с людьми, которые гравировкой занимаются, какой-то договоренность? Нет, кому надо, тот идет гравер и сами, да, уже оставляйте на усмотрение владельца. Я просто сказал, допустим, гравировку я не делаю. Ну и на лезвие ножа, если высокая твердость, только лазером. А так вот, как раньше ручным гравированием этим делали. Ну, может, нацарапает немножко, ну, не знаю. Вот я не гравирую. Мне это не интересно. Ну, у нас такая традиция, какое-либо пожелание всем нашим зрителям и в целом представителям абазинского народа. Ну, у меня одно пожелание, особенно молодым людям, не забывать свою историю, чтить старших и помнить о наших предках, которые вот придумали, изготовили, и в наследство нам от них достался вот такой вот нож. Приобретать такие ножи, учиться их делать. Ну и все. Так, все. Большое спасибо. Прям, честно признаюсь, меня эмоции переполняют. Знаете, как говорится, день прошел не зря, а тут день просто на все 300% удался. Спасибо, что нашли время нам прийти, что провели такую экскурсию. Я более чем уверен, ребята, которые будут это потом пересматривать, а у нас очень часто потом постфактум смотрят эфиры, он остается на нашем канале в YouTube. Кстати, присоединяйтесь на наш канал YouTube, нажимайте колокольчик, это уведомление, чтобы не пропускать различные интересные видео. К чему я вел? Это действительно очень интересная тема, и я вот, ну, как сказать, вы мне в отцы годитесь, и мне очень-очень отрадно, и такое чувство гордости, что у нас есть люди, которые этим занимаются. И, честно признаюсь, к сожалению, сейчас не располагаю таким количеством времени заниматься, но я был бы, наверное, одним из самых первых в рядах вновь поступивших учеников к вам на обучение. Вот. Прям меня, честно, обидно становится. Но большое вам спасибо, что нашли время, за ваши пожелания, за ваше ремесло, мастерство, за то, что поделились информацией, и новых вам творческих идей, находок, побольше заказчиков. И надеюсь, мы с вами еще через время увидимся, и вам будет еще что-то новое рассказать в новом качестве. Большое спасибо. Ну... И вам спасибо. У меня сегодня дебют. Так что не слышу аплодисментов. Да, аплодисменты вам. Большое спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч.